Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. День знаний в регионе впервые переступили порог школы более 10 тысяч первоклассников. Сколько из них будут учиться в школах города Якутска? И какова готовность школ к новому учебному году? Гостья студии Мария Петрова, начальник управления образования города Якутска. Мария Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько сегодня первоклассников у нас сели за парты в школах столицы региона, сядут, точнее, 1 сентября? Конечно, это знаменательный день, 1 сентября. Переступает впервые порог школы примерно 5300 первоклассников в городе Якутске в этом году. И, конечно, хотелось бы прежде всего поздравить и самих первоклассников, и их родителей, и, конечно же, всех наших учащихся, воспитанников, которых в городе Якутске свыше 80 тысяч, с Днем знаний, и пожелать успешного учебного года, успехов, удачи, здоровья и, конечно же, терпения. И прежде всего родителям. А это вот больше, чем вот в прошлые годы, например? Это меньше, потому что в прошлом году у нас было примерно 5500 первоклассников, но мы ждем прироста в последующие годы по нашим статистическим данным. Какие школы переехали в новые здания? У нас вот буквально через час-два откроется новая школа номер 40 имени Михаила Ефимовича Николаева, которая базируется на улице Кульбертинова. Это школа в новом, по сути, микрорайоне города Якутска, неподалеку от Звездного. И в эту школу сегодня идут 990 учащихся. А в каких вот проведен капитальный ремонт? У нас по модернизации школьных систем образования, это федеральная программа, в этом году в городе Якутске был проведен капитальный ремонт в 2 школах. Это 16-я школа, которая очень долго ждала своего часа, и Саха-Корейская школа. Обновили, по сути, практически саму всю школу. Это и замена электрики, система отопления. Полностью поменяли мы системы безопасности, в том числе школы полностью переоборудовались, и мебель тоже вся новая теперь у нас. Мы рады тому, что эти школы отмечают, вот, скажем так, практически новоселье, можно сказать, пахнет новой школой в этих 2 наших школах. И на следующий год у нас запланирован также капитальный ремонт по этой программе, впервые именно детские сады. Поэтому вот как только сейчас мы встретим 1 сентября, мы начинаем подготовку уже к следующему сезону ремонтных работ. Кроме этого, у нас также были проведены ремонтные работы и в школах, и в детских садах. Это порядка 60 учреждений на общую сумму около 100 миллионов рублей, 95, если быть точнее. Кроме этого, у нас на 18 миллионов рублей мы заменили ограждение наших школ и детских садов. То есть лето – это короткая пора, и мы должны успевать очень быстро, оперативно проводить такие ремонтные работы. И особое для нас значение имеют работы именно для того, чтобы зимой хорошо, стабильно работали системы теплоснабжения, конечно, энергообеспечения. Хотелось бы поблагодарить наши все учреждения за такую очень оперативную, быструю работу. Я думаю, что вот в условиях холодных экстремальных зим самое главное для нас вот именно это по материально-технической базе. И, допустим, в отличие от, скажем, школ, которые находятся на тропических широтах, там, например, как Сочи, мы не можем расслабляться в плане именно подготовки к отопительному сезону. То есть школа готовит не только свои учебные программы, учебники, расписание, но и, конечно, вот именно этому материально-техническому аспекту мы всегда уделяем очень большое внимание. А как вот обстоят дела с педагогическими кадрами? С педагогическими кадрами у нас в городе Якутске, я бы сказала, что ситуация достаточно такая спокойная. Мы рады тому, что треть учителей и воспитателей – это наши молодые педагоги, которым не исполнилось 35 лет. Например, в этом году более 100 учителей у нас – это те, кто
вот прям со свежими дипломами пришли к нам, впервые будут заходить в класс уже как профессионалы, как учителя. А какие вот социальные гарантии предоставляются, вот, например, вот молодым учителям? У нас благодаря, прежде всего, указу главы Республики Саха-Якутия, который в прошлом году был издан, есть возможность дополнительной оплаты, доплаты к заработной плате учителям, которые проработали не более 3 лет, до 70% дополнительно от заработной платы. Но это зависит, конечно, от фонда оплаты труда самих школ. Поэтому каждая школа смотрит, конечно, самостоятельно, но таким образом учителя, скажем, получают заработную плату не базовую, которую могли бы получать, не имея еще ни стажа, ни званий, там, ни категорий. Поэтому я думаю, что это немаловажный аспект. Кроме этого, мы проводим различные мероприятия с молодыми педагогами, адаптационные программы, наставничество, для того, чтобы учителя могли, скажем, с наименьшим стрессом входить в школы. Вот буквально на прошлой неделе у нас завершились курсы по решению конфликтов. И эти курсы мы провели специально именно для молодых учителей, и они прошли курсы у очень профессиональных педагогов из Московского городского педагогического университета. Практикоориентированные, и самое для них, вот, например, как они сами признаются, стрессовый момент – это работа с родителями. Понятно, что они молодые, многие еще сами без семьи, без детей, и важно, чтобы родители вот вы как-то их поддерживали. Поэтому тоже хотелось бы призвать наших уважаемых родителей больше поддерживать учителей, понимать, что им тоже очень сложно работать. А как произошло распределение первоклассников в школы в этом году? У нас работа эта идет по порядку, который принят на федеральном уровне Министерством просвещения. То есть есть единый старт и с апреля месяца, первый этап, когда родители подают заявление в школы по закрепленной территории. И затем 6 июля второй этап для тех родителей, чьи дети идут уже не по прописке. То есть, например, арендуют жилье, там, найм какой-то, да, недавно переехавшие, к примеру. И вот таких детей мы распределяем. То есть по первому этапу, конечно, работа уже завершена по прописке, а по второму этапу она длится у нас до 5 сентября. То есть есть, конечно, и родители, которые буквально сегодня-завтра, возможно, будут приходить в школу и просить взять их детей. Поэтому всех детей мы обязательно принимаем. Другой вопрос, что, конечно, вот сейчас уже 1 сентября, и мы полностью укомплектовали первые классы, особенно в центре города у нас, конечно, скажем, много детей. Поэтому мы сейчас уже отправляем детей, кто приходит к нам, на свободные места, и это уже не центр города. А что, если вот вы сказали, все хотят в центре учиться? Что делать, если все переполнено? Куда тогда детей направляют? Мы направляем на свободные места уже другие школы, не в центре города. Например, в Сайсарах это может быть, или в районе Авиагородка и так далее. А какие новые предметы появились в этом новом учебном году? Как таковых прям новых учебных предметов у нас нет. Есть подвижки по расписанию, по количеству часов на тот или иной предмет. В частности, у нас по урокам истории, по предмету история есть нововведение, что в среднем звене теперь увеличилось количество часов 3 раза в неделю, 3 часа в неделю. Учащиеся 7 классов, например, да, будут изучать по расширенной программе 3 часа в неделю. Также обществознание у нас тоже меняет свою конфигурацию, то есть в 6-7 классах у нас обществознание не будет вестись, но сохраняется у нас для изучения с 9 класса. И приказом 704 Министерство просвещения ввело понятие единого расписания, но это не означает, что у всех одинаковое расписание будет. То есть имеется в виду, что общие принципы, подходы, начало уроков, допустим, с 8 часов и далее, и учебный процесс должен завершаться до 19 часов. И также есть подходы
единые по проведению контрольных работ, то есть не более 10% учебного времени должны уходить на такие контрольные проверочные работы. Ну, конечно, учитель может там практически какие-то задания определенные делать, но это не должно быть уже называться как контрольная работа. И определены 17 обязательных предметов. Ну, это классические предметы, которые есть, наверное, у всех у нас в аттестатах. Единственное, что хочу сказать, что второй иностранный язык, также родной язык и родная литература, они переводятся в разряд добровольных. То есть именно по заявлению родителей. По желанию, да, вот родителей. Да. Но у нас поэтому сохраняют свой режим работы, например, национальной гимназии, школы, то есть там, где якутский язык преподается, или языки народов Якутии, они, соответственно, также могут вести дальше якутский, например, ивенский, якугирский, другие языки. А вот какая обеспеченность города детскими садами? По детским садам у нас ситуация становится лучше, скажу я. Мы распределили уже порядка 89% тех, кто стоит в очереди. Раньше этот процент не поднимался выше 60%. Но при желании любой родитель получает место, в том числе и благодаря тому, что наряду с 59 нашими детскими садами муниципальными у нас работают еще 45 частных детских садов. То есть если не нашлось места в муниципальном детском садике, то мы можем направить по желанию родителя ребенка в частный детский сад, и он получает субсидированное от государства место. И, соответственно, скажем, льготная такая тарифная политика будет идти в отношении данного ребенка в этом детском саду. Ну и плюс частных детских садов родители уже оценили. 4500 детей так посещает по субсидированным местам. Устраивает то, что в группах немного детей, индивидуальный подход, близость к дому. И я думаю, что раз они доверяют своих детей частным детским садам, то это очень правильно и верно. Но мы при этом, скажем так, не надеемся только на частные детские сады. Например, за прошедший учебный год нами было создано дополнительно 210 мест в детских садах путем ремонта, введения дополнительных помещений для таких дошкольных групп. И буквально вот к концу этого года новый детский сад откроет свои двери в квартале Спортивный. Спасибо за такую подробную информацию. Хочется поздравить вас с этим Днем знаний сегодня. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.